Для комплексного развития Арктики необходимо создать все условия. Сегодня в Якутске состоялось заседание экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Спикер Верхней Палаты Валентина Матвиенко отметила важность проведения заседаний в Якутии, поскольку республика является крупнейшим арктическим регионом России. Об итогах заседания расскажет Александра Хлопкова. Основной задачей заседания стало уточнение необходимости принятия федерального закона и определение концепции документа об Арктике в целом. По словам участников, в Якутии наработан очень интересный и ценный опыт по решению многих проблем, свойственных для большинства арктических регионов страны. По итогам полугодия бюджет республики сформирован с профицитом, что является таким исключением в сравнении с другими субъектами федерации. Это, в общем, показывает и эффективность управления. Да, много проблем, я не идеализирую ситуацию, но есть понимание того, что нужно делать. Большое внимание уделяется привлечению инвестиций, и идет рост инвестиций, в том числе в основной капитал. Налаживаются деловые отношения со всеми компаниями, которые работают на территории республики, и имеется очень большой еще потенциал. Отметим, что в последние годы проблему Арктики стали рассматривать на федеральном уровне. Это прежде всего обусловлено активностью регионов и интересом к северным территориям со стороны других стран. До сих пор идет обсуждение во всех уровнях. На сегодняшний день законодательная база насчитывает более сотни документов, где так или иначе отражены вопросы, касающиеся Арктики. По словам Матвиенко, нет базового документа, в котором бы учитывалась специфика арктических территорий и предусматривались механизмы обеспечения их комплексного развития. Ключевой документ в этой части – государственная программа по социально-экономическому развитию арктической зоны. К сожалению, как сам документ, он безусловно важен, но он не содержит ни индикаторов, ни четких показателей, по которым можно судить об эффективности ее реализации. Не, что очень важно, но тем не менее не предусмотрено финансирование программы из федерального бюджета, иначе говоря, то есть формально документ есть, он безусловно как стратегический документ, определяющий цели, направления, важен, он утвержден. Но в таком виде он полноценно, конечно же, работать не может. По мнению спикера Верхней Палаты парламента, необходимо внедрять дополнительные меры стимулирования инвестиционной деятельности, в том числе за счет налоговых вложений, инноваций, малого и среднего бизнеса, механизмов государственно-частного партнерства. Обеспечение гарантий, в том числе социальных гарантий для коренных малочисленных народов, это важная жизненная необходимость. Северные территории являются безальтернативным местом проживания для этих малочисленных народов. В связи с этим представляется важным отразить в проекте федерального закона. Валентина Ивановна, наш комитет, безусловно, будет поддерживать принятие такого закона. Мы достаточно плотно работали над ним под руководством Вячеслава Анатольевича. Мы бы хотели, чтобы такие социальные гарантии, самое главное, правовой механизм обеспечения указанных гарантий также в этом законе был закреплен. Позицию республики сегодня еще раз высказал глава Якутии. Егор Борисов считает, что развитие этой территории прежде всего нужно во благо людей, которые проживают на этих землях испокон веков. Люди сегодня требуют определенной защиты с точки зрения закона по вопросам доходов населения, по вопросам социального обслуживания, потому что все-таки жить на севере становится очень затратным. Мы в этом направлении в республике очень много делает. Мы субсидируем транспортные расходы на авиаперелеты. Мы установили заработную плату для оленеводов, для чумработников. Мы много делаем, но при этом, конечно, определенных каких-то моментов не хватает. Вот здесь нужно именно наполнение на федеральном уровне. Все участники пришли к единому мнению, что в законе должны отражаться освоение арктического шельфа, социальная политика, регулирование трудовых отношений, положение о сохранении традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и основные приоритеты международного сотрудничества по устойчивому развитию Арктики. До 1 августа в Госкомитет по Арктике должны быть внесены все предложения по этому закону. Александра Хлопкова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.